السلام عليكم بوصل بيجري تقويتغن نعيولش افيريو تقوي حاشا التميرو عمرو التميرو عمر شي لورديشنا وش قزبلغا شي نانس ولا شي كابينت هائلن شي غزغوق كلش عشوي تاق هيتسن ستيل قدا يستلتريو ويرسي متاح ويختقيش باش حوش وش قيتته ستيل دوش نخوي Сюрдикеошу. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем очередном эфире. Древняя истина гласит, хороший врач – это человек, знающий средства от некоторых недугов. Или, если болезнь ему не знакома, зовущий к больному тех, кто сможет ему помочь. Участники нашего эфира постараются сегодня узнать у гостя, так ли это, и много интересного из профессии врача. Умар Альтемиров, наш гость. В 2007 году с отличием закончивший Генский медицинский университет и который с 2010 года в своем частном кабинете в городе Гент. Команда Еврочеченс недавно побывала в гостях у Умара в его рабочем кабинете, где он поделился с нами о своих впечатлениях, о своей работе и жизни в миграции. В дискуссии сегодняшнего эфира принимают также участие Моусар, Гилани, Мухаммад, Муслим и Ахмад. А также напоминаем вам, дорогие зрители, что вы можете задавать свои вопросы Умару через чат на сайте. Наглядно это мы вам показывали в нашем видеоанонсе. Умар, маршаллаху. Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе. Сюрдикюэль, ассаламу алейкум. Спасибо, что пригласили меня для участия в вашей программе. Очень интересная передача. Я думаю, еще много интересных гостей предстоит нам увидеть, и я тоже буду слушать вашу передачу, принимать в ней, может быть, участие, задавать вопросы тоже, если вы позволите. Теперь обо мне коротко. Я родился в Натеречном, селе Натеречном, Натеречного района Чеченской Республики, и после школы я поступил в Иркутский медицинский университет, удачно его закончил и потом решил учиться по специальности неврология, закончил интернатуру и ординатуру там же в Иркутске, в Институте усовершенствования врачей. Затем я начал работать в нейрохирургическом отделении Иркутской областной клинической больницы. Ну и в начале 2000-х годов, как и многие из нас, волей судьбы я оказался здесь, в Европе, именно в Бельгии, где я решил дальше заниматься своим любимым делом, быть врачом, помогать людям. И поступил здесь в Гентский университет. Перед этим я, конечно, 1 год изучал нидерландский язык. В 2003 году я поступил в Гентский университет, на 4-й курс меня сразу взяли. И в 2007 году я получил диплом Гентского университета по специальности врач. В том же году я начал специализацию на профессию домашний врач. 1 год проходил практику в городе Вивельгем, это 2-й год в городе Завентем, это здесь же в Бельгии. И с 2010 года у меня своя частная практика здесь в городе Гент, где я сейчас и сижу в данный момент. Вы видите, я в своем кабинете. Собля, ходишь не с поправки есть, он да технически не палатки, ой, умарн шея, хахез шхтерду, ой, сайчур, хайзук, и тига плей, да, зук, да, цеха, он хахез шхтерду. Хез мишат, он tu. Вот сейчас. Ой, сайт просто да, он там не умно мишат и дать. Наш сайт, короче, закрыть, да? Да, Еврочеченс. Да, это он отсучал плеер, он сажим, он напаздывает, и тебе этот звук мешает. Хорошо. Да, и на умер. Сейчас, по-моему, я отключил, да. Инсхазион, их. Хинца, О, хинц, ходишь, куда, хатер луах.
Я, наверное, задам тебе такой вопрос, который интересует немало людей. Что же из себя представляет профессия домашний врач? И с чем это сравнимо, например, в системе здравоохранения, откуда ты переехал? Ну, домашний врач или по-другому эту профессию также называют семейный врач или по-другому еще врач общего профиля. Как бы это врач, который, в принципе, разбирается во всех отраслях медицины, во всех специальностях. Но как бы его знания, можно сказать, очень широки, но не так глубоки, скажем так, как у специалистов в этих отраслях. Ну, домашний врач – это как бы человек, врач, который находится близко к человеку, близко к пациенту. Он легко доступен, он рядом, каждый день, каждый час ему можно позвонить, попасть к нему, вызвать его домой, в отличие от специалистов. То есть домашний врач является первой инстанцией, куда обращается пациент, когда у него есть какие-то проблемы. Потому что человек не знает, если у него там какие-то проблемы, у него что-то заболело или что-то у него случилось, он не знает, к какому врачу сначала идти, он сначала в первую очередь идет к своему домашнему врачу и спрашивает у него дальнейший совет, как бы. Ну, домашний врач, как бы, как я уже сказал, занимается как острыми проблемами пациента, когда он к нему обращается, так и разными другими. Например, нашей деятельностью также является профилактика различных заболеваний. Это самое главное наше направление. Это профилактика в основном сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний, так как это самые две главные причины смертности на данный момент в мире, то мы занимаемся как бы, чтобы этих заболеваний не возникало, а не потом, чтобы лечить как бы эти болезни. Также мы занимаемся общей проверкой состояния здоровья человека, если он приходит с такой просьбой. Даем советы о здоровом образе жизни, питании, как бы проводим подготовку к поездкам в страны с повышенным риском инфекционных заболеваний. Например, люди, которые собираются в хадж и так далее. Там есть такая специальная прививка, которая заболевание менингит. Мы делаем прививки, да и выдаем паспорта, чтобы они могли поехать беспрепятственно в эти страны. Также мы проводим часто психологические беседы с пациентами, это тоже в нашей поле деятельности. Также мы, возвращаясь к вопросу, чем отличается, с чем можно, с какой специальностью сравнить из России, то, может быть, отдаленно напоминало бы это терапевта, куда сначала человек приходит, но в отличие от терапевта в России мы еще занимаемся маленькими хирургическими проблемами. Допустим, небольшие резаные раны, удаление каких-то бородавок, кожных наростов там, и так далее. Также мы занимаемся маленькими ортопедическими проблемами. Я здесь накладываю гипс и так далее. Мы отправляем, я могу сам направить пациента на снимки, на какие-то дополнительные методы исследования, возвращается ко мне, и я провожу дальнейшее лечение. И также я могу сам взять анализы крови и другие анализы, тоже проводить диагностические мероприятия. Также мы готовим пациентов к проведению различных операций. Допустим, перед операцией мы проверяем состояние здоровья, готов ли он к операции, берем кровь, делаем электрокардиограмму и смотрим, готов ли он к этой операции. После операции он возвращается обратно из больницы. Как вы знаете, в Европе человека долго в больнице не оставляют, так как бы его довольно-таки быстро домой возвращается. И его восстановлением тоже занимаемся мы, то есть вовремя мы должны организовать медсестринское направление, чтобы медсестры приходили туда, ухаживали за ранами, вовремя делали компрессы и так далее. Вот, скажем так, очень широкий круг деятельности у нас, но, как я говорю, не такой глубокий.
И до того момента, когда мы чувствуем, что мы уже не в состоянии этому человеку помочь, мы им занимаемся. А если мы считаем, что ему уже нужна более глубокая помощь специалиста, будь то ортопеда, будь то хирурга, будь то дерматолога или других специальностей, тогда мы уже направляем дальше пациентов к специалистам. Так это отвечу я на ваш вопрос. А вот, к примеру, в России домашний врач ассоциируется и воспринимается как знахарь, ну еще уйма других синонимов. Насколько заблуждается их восприятие? Ну, знахарь, это, наверное, все-таки в моем понятии, это человек, который как бы не обучался в официальном каком-то учреждении, а сам какие-то свои знания приобретал по слухам от бабушек, дедушек, и как бы где-то травы собирал, где-то прикладывал их, я так понимаю это. Ну, да, в этом плане, конечно, отличаются домашние врачи. Мы закончили медицинские университеты, мы полноценные врачи. Мы в курсе всех новых научных направлений, мы занимаемся переподготовкой, мы обучаемся все время в процессе обучения, и все новые открытия в медицинском мире мы это узнаем и занимаемся официальной медициной. Но я бы сказал, в России очень давно была эта специальность, его только называли не знахарь, а земский доктор. Называли его, скажем так. Кстати, Антон Павлович Чехов тоже был земским доктором с таким саквояжем, который ходит по домам, которого вызывает. Вот в фильмах вы иногда видели, наверное, в старых российских, это в старину в России вызывает доктора, приходит такой доктор там в очках с саквояжем и обследует больного. И примерно вот... Так это были люди с высшим образованием или нет? Да, конечно, они заканчивали. Вот эти земские доктора, это были люди с высшим образованием, заканчивали университеты, которые были уже в то время в России, как бы. Ну, у меня с вопросами все, я передаю слово Гелане. Дүйсік Умар Марша ол ұза тамаси тхаттырдыр дөхарлер хаттыр урду. Какая разница в системе медицинского образования в России, где ты обучался, и в Бельгии, где взял диплом домашнего врача? Ну, скажем так, болезни, конечно, во всех странах одинаковые, в этом плане разницы в болезнях нету, но в системе образования, конечно, разница есть. В первую очередь, это, конечно, в организации процесса обучения и в экзаменах, как бы, скажем так, очень строго проходят все экзамены. Никто ни с кем, нигде не сможет договориться о том, чтобы поставили зачет или где-то кому-то где-то шоколадку принести, как в России иногда бывало такое, что с кем-то договоришься там билет подложить и так далее. Здесь такого как бы уже не бывает. И экзамены проходят как бы письменно, и они даже проверяют их не человек, а робот, автомат, скажем так. Правильный ты ответ отметил. Поэтому без того, чтобы ты эти знания имел, ты эти тесты не пройдешь. Как бы в этом плане есть определенная строгость. Также самая главная разница, это, я бы сказал, учебный материал. Я помню, когда я учился в Иркутске, у нас были учебники, скажем так, 10, 15, 20 лет старые учебники, как бы, которые, можно сказать, не обновлялись, и по этим учебникам мы учились. А здесь учебников как таковых нету. Есть такие курсы, скажем так, или силабусы, назовем, которые с листами такими в А4 формате, где каждый год обновляется этот материал. Допустим, если в этой области какие-то изменения произошли в медицинском мире, новые открытия или новые диагностические тесты придуманы, то эта часть вытаскивается оттуда из силабуса и туда вставляется новый. То есть каждый год меняется материал. Я недавно сравнивал, вот я в 2007 году заканчивал свой материал с материалом студента, который недавно закончил университет. Это, можно сказать, больше чем на 50% изменился материал уже даже
даже вот по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Также я бы сказал еще третье, что разница в том, что нас здесь учили в Европе критически относиться к тому, что вам говорят, допустим, или того, что в книге написано. Если вам профессор какую-то лекцию читает, то он должен приводить какие-то доказательства того, что он говорит, где, в каком медицинском журнале это опубликовано, что это. Вы можете в любой момент критический вопрос задать, на каком основании вы говорите, что вот таким вот препаратом можно вылечить, где эти данные были опубликованы. То есть здесь профессор, кто бы он ни был, не является каким-либо светилом, он такой же человек, врач, которого можно с ним поспорить и так далее. То есть каждый врач сам решает, как он будет лечить больного, не так, как ему сказал профессор, не так, как сказал ему учебник, а как это принято на сегодняшний день во всем мире, скажем так. Вот, в основном вот эти параметры отличаются, я бы сказал так. Понятно. Так, а Шолохатырду, с какими трудностями, кроме языкового барьера, ты сталкивался в процессе обучения в Европе? Ну, с трудностями, да, языковой барьер как бы особо меня, скажем так, не затронул. Мне удалось в течение года довольно-таки быстро освоить язык, но трудности в процессе обучения, вот то, что я вот это рассказал, как учебный материал, приходилось нам искать это самим, как бы приходилось ходить по библиотекам. Материал весь здесь на английском языке, никто его тебе на нидерландский язык не переводит. То есть надо еще английский язык знать, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире. И ну, приходилось везде искать материал, то есть ничего готового нету. С другими, скажем так, большими трудностями, честно говоря, я не сталкивался. У меня никаких особо других проблем. Единственное, еще можно сказать, что я был на своем курсе в среднем где-то, скажем, на 10 лет старше своих сокурсников. Это, конечно, накладывает немножко психологическую отметку, когда ты заходишь на практике, допустим, ассистент, твой как бы преподаватель, он заводит тебя в палату к пациенту и представляет тебя, говорит, это, познакомьте, этот наш молодой коллега, студент, когда я на самом деле лет на 5 старше его, как бы вот немножко вот это вот накладывало свой отпечаток. А так особых трудностей у меня не было здесь. Какие виды деятельности у тебя, как у домашнего врача? Ну, скажем так, вот то, что я сейчас недавно перечислил, вот эти вот все, чем я занимаюсь, скажем так, все эти мероприятия, которые мы организовываем. Но если вы имеете в виду, как мой день, допустим, проходит, как бы виды деятельности, ну, с утра у меня так каждый врач устраивает свои часы как бы приема, как он хочет, как ему удобнее. У меня есть 2 блока, один блок утром приемный и второй блок вечером. А после обеда я выезжаю на дом к пациентам, которые с утра позвонили, сказали, что они по причине того, что очень больны, не могут подъехать ко мне в кабинет, то я выезжаю к ним на дом, осматриваю их. И вот так целый день у меня и проходит с 8 часов до 7 часов вечера, с 8 часов утра до 7 часов вечера я занят вот теми проблемами, которые я перечислил, как бы. Понятно. Он Дейл Рейсхоль. Омар так, when مثلا ما أرحولش بخن شنخشنا سوي إنشقنا سونجنا قدر سعزال أجداني دخوي تشرح شورت очередь في القوة وشا ملش خيناتك اللي تنش حخزي دخزي خزمة خزي شو لبوش سجى غقدش شو خاطين حش وجغر ولق ها سكرامنا ولا تأقين تسويتك باش بالنخشي بوي üç şey mesela bilgiç eter baş muhiyetom
вообще хумбашхет он теперь. Ну, в плане теперь привычек или какой-то, я не знаю, болезни или что. Разница существует между пациентами с происхождением так из бывших советских республик и бельгийцев здесь. Но начнем с бельгийцев. Они, скажем так, очень доверяют своему врачу. Если у них где-то заболела голова, они сразу идут к врачу и говорят: у меня болит голова. Вот, а дальше ты, как врач, уже дальше должен расспросить его, как болит голова, и когда болит, и поставить диагноз, и лечить как бы. И ты выпишешь им лечение. Они это лечение проведут от и до, как сказал, если им выпить 3 таблетки в день 10 дней, они будут как бы пить 3 таблетки в 10 дней, как ты им и сказал. А у нас немножко по-другому. Наши люди сначала, если у них голова заболела, они сначала посмотрят в интернете, в гугле зададут там головная боль, потом они посмотрят, что это очень страшные болезни могут быть, если голова болит, там, начиная с менингита и заканчивая с опухолями головного мозга. Потом они спросят у своих соседей, родственников и знакомых, что они делали при головной боли, и потом как бы советы, и потом, когда уже потом придут к врачу, ты проведешь обследование, попробуешь поставить диагноз, объяснить им, что у них, потом они как бы начнут лечение, которое ты дал им, но через 3 дня им станет лучше. Они, конечно, 10 дней пить до конца лечения проводить не будут. Я говорю в общем, так, скажем так, да, но есть некоторые, которые ответственные люди. И из-за этого немножко разница в этом плане существует. А так наши болезни и у них, и у наших все одинаково. Просто единственный подход, вот доверие к врачу как-то здесь, не знаю, или культура вот это вот, доверять когда каждый занимается своим делом, врач должен заниматься своим делом. Если у меня что-то заболело, я пойду к врачу, он будет заниматься этим. Если у меня что-то с электричеством, я вызову электрика. То есть каждый должен на своем деле заниматься своей специальностью. У них это так, и токари сами себе все немножко пытаемся делать, и поэтому немножко сложновато с нашими. عمر وينك مثلا خشتو انسناغن ملقتش ولا وينك ليرين كنت عقدة ديش نخبو انسان حي ملا скромный волш احتدي تا خوش مدوين ويش نوي مل خلنا دقينت وينيخي هو الوردرون ملغر موعد عن تاني приятный хечел момент ويغتيوخش انسان مو هودي على بالنسبه لمومنت ويناغ تيوخش اردقو تاريخ ديكردوش. Мой дорогой, как бы моя специальность очень ответственная специальность, и мне много доверило государство. Здесь в Бельгии врач как бы может многое, начиная от разных там справок, от тестов там больничных, и وكيرتش دوتش دقنا مبوي قزايش تا حباكني تا كيرتش дока цац вариант шир قزايش через медицинские каналы были некоторые возможности, и люди немножко пытались этими возможностями тоже пользоваться, я их понимаю, тоже как бы хочется, но у меня не всегда была возможность всем им помочь, тем, кому смог, я помог, они знают это, но некоторым мне приходилось отказывать, тем, у которых не было никаких болезней, никаких зацепок, то есть здесь тоже немножко строго с этим, мне некоторым приходилось. Масана годасай соларца валарцут я но досона масаги бяхк мобил алал вардарсон цут я энтер досайн энтер бахал вардарсон так ишт ца dir еще до каких-то durchschaltst und отказывать да халду цун идея халду сюгерсон цунгер отказывать да халду что тут я их самый главный момент, это сложный момент.
تخ ويك كنت عاش بش جوندا عاش بش مسني غلطوش ولا دخلت بوس التميرو عمر جوجل شو التميرو عمر الوراتش اليازيشان اللي وراتش جنت اليازيشان بس انا كرر وطق دا والله حق موعد كلينش صوبر والهيلسون دا والله تخسينز ماما دي ندوش لوشي تاتخطش باقو بيسلو ماما عمر تعال لا مار شو غير بيستكايل ماشي السلام عليكم موصل حي الميكروفون عمر حيق ويتشات شو خات بوش بيشمر يو يمنا هنس حلور وخر بعن قدر حي ستنت أخو دعوة دليل حي ور خلر تقديش وخر الخاتش بقوي صح Дюха день деш вечером, со иркутский деш вечером дюна, со деш сянванираш. У нас немножко такая семейная традиция. Это у меня отец был тоже врачом-невропатологом. Вот Стуканю, да, Гештольцен. Но известный врач был в районе у нас, и мне захотелось пойти по его стопам, как бы невропатологом. Я вот так стал. А потом, когда приехал сюда, и когда я учился здесь, пришлось мне выбирать специальность. Я сначала думал, что я здесь тоже стану неврологом, как бы я тогда не знал о профессии хорошо домашнего врача, что это означает. Думал, домашний врач это кто-то, ну, низкая ступенька врача, который, ну, становятся те, кто не смог стать специалистом, скажем так. Возможность у меня была стать неврологом, но я, когда практику проходил на 5-м курсе у одного бельгийца, я сидел, и так первый раз у домашнего врача, неделю я сидел, и я думал, сейчас заходит пациент, он жалобы предъявляет, я думал, его сейчас он отправит к специалисту. Думал, это домашний врач, он как бы регулировщик только, кто к какому врачу должен пойти. И за всю неделю, когда он принимал пациентов, только одного пациента он отправил к специалисту, остальным смог как бы сам помочь. Где-то там вросший ноготь вырезал, где-то зашил рану ребенку, где-то провел тяжелую психологическую беседу с человеком, где-то помог просто человеку с какими-то документами его или с чем-то. То есть в этот момент я увидел, что профессия домашнего врача, она очень интересная, близкая к людям, нужная, и мне понравилась и захватила эта специальность, поэтому я стал семейным врачом, скажем так. Умар, болғауылы мела с 2010 года как бы шортнах чекбел хебу шорт пациент шват. Наиболее часто встречаемый эдук лазарш дела или проблем шухилных, с чем они больше всего как бы он тебах каргубахан должен тебах тебо не слышишь. Ну, это зависит еще немножко от сезонов, с какими частыми патологиями мы встречаемся. Вот в данный момент сейчас самая частая патология – это простудные заболевания. Сейчас школьный сезон начался, все в школу, в садики пошли, там друг другу инфекцию передает, как бы это. И простудные заболевания на первом месте. А вообще наша самая главная первая задача, с которой мы встречаемся, это сердечно-сосудистые заболевания и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Это самое главное. Как мы это делаем, как бы смотрим, берем кровь, проверяем холестерин человеку, спрашиваем у него, прошел ли он те тесты, которые как бы рекомендованы в его возрасте пройти как бы регулярно. Вот это самая часто встречающаяся патология. Наша самая главная задача – это профилактика. Мы не проводим каких-то таких вот как очень таких, как в кинофильмах показывают, или как реаниматологи проводят спасения, мы такие не делаем, неэффективные, но мы делаем спасения за счет того, может быть, они больше даже значимы в плане того, чтобы не пришлось эти спасения делать, чтобы не было у людей инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний. Стараемся предотвратить это. Никто не решил.
такой муслимега дошло. Газирсон асайц ивакш хуэрез халксан вай ви приеби вотсон дела цахилон дела, то есть вай гоша дош гоша дадерждашсан хиетсон Ахмаду халк шоза вай эфири хилла эс аузатсон яхтагенир это гошу асад дошсон чугдала да Ахмад ай хаташ до яла тахала хавиена хатвецаде. Салам алейкум. Юга Тахта Омар Махбул, Хасрика Алдина Вен Гайрес Фуру. У меня такой вопрос. Вот по-твоему, целесообразно ли ведение домашнего врача у нас дома и какие минусы и плюсы ты видишь в этом? У нас дома вы имеете в виду в Чеченской Республике, да? В Чечне? Да. Это было бы неплохо, конечно. Плюсы были бы те, которые есть во всем мире, не только в Чечне, а везде. А плюсы какие иметь домашнего врача? У домашнего врача имеются все данные о больном. Мы знаем этих больных с рождения и почти как бы до смерти. Мы знаем как бы всю их историю, мы знаем, какие болезни у них в семье, мы приблизительно догадываемся, какими болезнями они могут страдать, когда они станут как бы старше или когда начнут стареть. Вообще к домашнему врачу стекается вся информация из больниц, куда поступал больной или обращался к специалистам. Они обязаны нам посылать эпикризы. Эти эпикризы нам позволяют сложить общую картину. То есть никто так хорошо, как мы, не знаем о пациенте. Даже он сам не знает о себе самом столько, как мы. Это предотвратило бы ненужные повторные обследования. Многие, допустим, человек пойдет только к одному специалисту, он ему назначит тот же анализ, пойдет к другому специалисту, он повторит эти анализы и так 10 раз, хотя они у нас есть на руках, если бы они у нас спросили, пришли бы перед тем, как пойти к другому специалисту, что это, мы бы сказали, что вот это у тебя уже сделано, вот это тебе не надо, пойди вот к этому специалисту, лучше вот так сделать, и мы смогли бы во многом помочь. А минусы, конечно, были бы минусы, то из-за чего, что наши знания не так глубоки, скажем так, наверное, наш немножко менталитет, что все равно пациенты, может быть, старались бы попасть все равно к специалисту сразу, там это, потому что и система здравоохранения у нас немножко сложена так, что это с самого начала трудно как бы организовать. Но я знаю, что в России, я ездил недавно, года 2-3 назад в Иркутске, там уже есть семейные врачи, то есть эта практика начинает распространяться в России. Я думаю, лет через 4-5, может, она придет уже и в Чеченскую Республику, и там тоже уже будут врачи семейной практики. Да, мало. Шолаха, знаком ли ты с другими нашими соотечественниками в Бельгии или в Европе, которые учатся или работают в твоем направлении? Да, я знаком, во-первых, с первого года, как я приехал, я знаком, здесь есть коллега Султыгов Мурат, у него тоже кабинет свой, он тоже домашний врач, и что интересно, он тоже здесь же в Генте находится, такая вот плотность населения наших домашних врачей у нас именно на Гент пришлась тут, как скажем так. Потом я знаю и Тимура Исаева, но не лично с ним знаком, по телефону, по-моему, мы с ним общались, когда он еще учился, он мне некоторые вопросы задавал тоже. Вы предыдущий укиз, в эфире Ахилла. Да, по-моему, я с ним общался, но лично я не видел его. Слушай, это муслим. Да, Ахмад. Омар, وين أخذك تشاتشو замечание еще я швая غاسق مات дух бейц бош وحلق الأفيرش حلق ديت دلنير غلق ويكحش تعناقشي وين أخلا تعال هنا الشمسو تعناقشي مواتقية بات صندوق دوشتوه غاسق ماتاها на нас смотрит широкая аудитория. Минимум, я знаю, минимум 5 человек смотрят из Москвы. Все они относятся совсем к другой национальности. Ишцундейлова я гаска махтахошу эфир. Схвекта бас, омарвайк хаушчер бас. Но
У меня, я заведомо приготовил для себя пару интересующих меня вопросов с тех пор, как я узнал, что ты будешь гостем нашего эфира. Вот когда Гилани спрашивал у тебя про виды деятельности, у меня возник вопрос про качество, обеспечивающее успешность выполнения профессиональной деятельности врача. Вот какими качествами должен обладать человек твоего профиля? Вообще врач должен быть как бы иметь достаточный интеллектуальный потенциал, он должен все-таки уметь обрабатывать достаточно большое количество информации. И тоже даже чуть ли не в первую очередь врач должен быть очень устойчив к стрессу и к стрессовым ситуациям. Хотя я и не являюсь каким-то анестезиологом, реаниматологом или хирургом, все даже профессия семейного врача приходится иногда дежурить. Сегодня вот я тоже дежурил. Очень часто встречаются такие спорные ситуации, когда ты не всегда уверен, что ты правильную тактику выбрал в методе лечения. Если ты все-таки будешь сомневаться, если это самое не уверен в своем подходе, то работать врачом не получится. То есть надо быть очень устойчивым к стрессу и быть готовым, что в нашей профессии случаются ошибки. Тот, кто говорит, что он никогда не допускал ошибок, он будет немножко лукавить в любой профессии. Также и у врачей тоже возможны ошибки, и он должен уметь признавать свои ошибки. И тоже и в третью очередь врач должен быть, конечно, думать только о людях. Эта профессия только для людей и для пациентов. Эта профессия не для врачей, не для того, чтобы мы заняли какое-то кресло, сидели в нем и какие-то приобретали материальные ценности. Они придут сами собой, если вы будете думать о пациентах и если вы будете хорошим врачом. То есть в первую очередь надо думать о людях и помогать им. Это первая наша обязанность. Вот это самые главные черты, наверное. Понятно. Все это очень хорошие качества. Если, по-твоему, доктор, врач будет обладать этими качествами, то больных пациентов будет меньше. Да, Омар, а вот очередной вопрос у меня возник. Какие же качества препятствуют? В принципе, понятно, все должны быть, выступать, в принципе, антонимами того, что ты сказал ответил на мой вопрос. А вот какие качества препятствуют эффективности твоей профессиональной деятельности? Ну, препятствует это немножко, врач не должен быть, наверное, высокомерным по отношению к пациенту. Как ты говоришь, это антонимы, высокомерие не позволяется. Ленивым не должен быть врач, то есть если он будет ленивым, то его лень может привести к каким-то ошибкам, если он там в какой-то момент поленится, встать со стула и поехать к пациенту, посмотреть, просто по телефону вопрос решить, это может привести тоже к печальным последствиям. То есть всегда лень – это плохое качество. Также лень не позволяет обучаться в дальнейшем. Ты останавливаешься на достигнутом, и, как я уже говорил, за 5-6 лет изменяется столько в медицине. Если не будешь обучаться, то это все быстро закончится. Наверное, вот эти вот качества, я думаю. Понятно. Ну и ставший почти традиционным вопрос у нас. Самый запомнившийся случай из твоей врачебной практики, Омар. Забри, хельчи, мекшдон, трагических хельчи, мекшдон, все, что тебе запомнилось. Ну, трагических ситуаций бывает у нас много в практике. Наверное, не очень хочется говорить, но трагически это как? Это очень всегда грустно видеть смерть людей. Ну, чаще всего это не своих пациентов, но я очень много дежурю, чаще, чем другие врачи, скажем так, перенимаю их дежурство и стараюсь больше дежурить. Это будет больше работа, и как бы будешь в
острой медицине как бы больше как бы знаний будет после этого. И мы часто приходится выезжать, чтобы констатировать смерть. Это дежурный врач, это его обязанность. Если где-то в доме престарелых или там где-то умер или еще где-то, то мы должны констатировать смерть. И почти на каждом дежурстве это встречается. Это грустно, конечно. Но в те же моменты ты видишь, что жизнь, она не вечная. И Дейла Дагвот ах Вайбусербдин Дагдойч Дюня да эмлятер доцихуш Дагё Иштреншкат. Но были интересные случаи тоже, если так, интересных людей очень много встречаешь в этой профессии, но тоже был случай, когда я дежурил, город Дендермонде есть такой, дежурил там и в какой-то момент вызвали меня на дом. Слышно меня, да? Все нормально? Да, Толодово, что? Вызвали на дом, там бельгийцы, видимо, какая-то гулянка у них там, выпивали они, и один человек как бы упал куда-то головой на батарею или что-то и травмировался. Вызвали на дом, я прихожу, пьяный человек лежит на кровати, как бы, и я смотрю, у него на лбу как бы нету кусочка кожи, как бы лоскута нету. Я говорю, а что случилось? Ну, говорят, упал на батарею, вот травмировался. Я говорю, но это кусочек кожи-то где, говорю? Они говорят, ну, он полностью оторвался, мы его взяли и выбросили, говорит, это мусорное ведро, говорит, это выбросили. Я говорю, ну, ищите, говорю, кусочек кожи нужен, его надо обратно пришить, говорю, а то так рано долго будет заживать, говорю. И поискали в мусорном ведре, нашли кусок кожи, принесли, мы его обработали хорошенько в антисептическом растворе, пришил и хорошо прижился лоскут кожи. Потом уже человек трезвым приезжал ко мне, показывал, как у него это все хорошо прижилось. Был интересный случай. Еще один был случай, когда тоже интересно для нас, как обычно нас, как бы водители, да, лишают прав, там вот эти полицейские, гаишники, там бывает. Тут у меня был случай, что я как бы лишил полицейского права на 3 месяца, как бы это тоже было интересно для меня, думаю, так как у него там выпивал и ездить за рулем ему нельзя было, у него случился эпилептический приступ, и я его лишил на 3 месяца. Тоже мне интересно показался этот случай. Понятно. Ну а так смешных таких много бывает, я сразу не вспомню, наверное, так. Ну хорошо, что в случае с жителем из Дендермонде не кусочек кожи, а что-нибудь другое нашли в мусорном ведре и пришлось его пришивать, а то совершенно другой был бы исход, думаю. Так. Тут мне через чат передают вопрос, Омар, тоже на русском языке. Интересно, как в моральном плане и психическом трудно говорить человеку, что у тебя смертельная болезнь, рак, опухоль и так далее, если были такие случаи? Это очень сложная тема, даже в Иркутске этого не было, а здесь в Генте у нас даже был урок, поэтому это нас учат, как преподносить плохую новость. Это есть такое преподнесение плохой новости. И это все изучено, и психология человека. Это очень сложно говорить человеку об этом. Особенно у нас, у наших войнахов есть специфика тоже особая по этому поводу. У нас даже как бы не принято прямо пациенту об этом говорить, а здесь в Европе это принято прямо пациенту об этом говорить, и другие люди это об этом узнают во вторую очередь, скажем так. Это очень сложно. Иногда приходится с родственниками обговаривать, как это. У нас все равно другая специфика. Я не всегда слушаюсь тому, что здесь обучали, прямо правду как бы в лоб человеку говорить. Но существует там, я сам лично считаю, я бы лучше бы узнал об этом сам напрямую, чем вы меня вокруг да около водили бы. Существует несколько стадий, когда человек узнает об этом. Сначала неприятие, что это может быть неправда, не может быть такого, потом уже злость, почему со мной,
потом депрессия, третья стадия, когда он уже думает, что все кончено, и уже как бы человек это перебаривает и начинает уже следующий этап, это бороться как бы с этой болезнью, уже начинает какие-то перспективы искать, как можно вылечить, что сделать, куда поехать и так далее. Примерно так скажу. Ну, это хороший вопрос, очень сложная тема. Понятно. Так, Омар, у меня по ходу вопросов больше нет. Мухаммад Уэлл Хазиксон, Хатар Дагерч. Ага. Мухаммад. Омар, хинс мела дука был свет, волчан заинты хил дука выезд шея хай дежурство шьет шай хани مثلا ملا تعدد دي أنخيل شدة دي أنخيل مقوي خديش دعيو خيطاي مخنيات مو إدو راس خوبي هو يباخ خوبي هو يباخ خوبي بعد كده شكرنا كده تصعد مقدوس تصعد وخدنا سبوت كده عند ديجوري تاش دوقس تصعد مقدوس تصعدي نحتق نوچه ما تا دیگر دو است تا وپروس ما آن تقدیر خواهد شد چویگش چول شد تصعدي на берж до спортом занимаешься кантус тюн обычно كيرنا خصها زي فوتبول خلي جودو خلي تانا فيغويش خلي سرنوان شك تقيوتي ويتسو تق ايتسم نخ ايغولي شو صدق دق تق اشت قباش دق سمو دا مش دات اشت يخصه هو بي كانت استايس على لري واش قطع وتق اشتنا تا سبورت خير هريتنا تق يا خاتنشر ال وردرسون قزا اشت ويتق اشتو بيرش ديك ديشيتال وردرتاج спортом заниматься до этого вардартяг что поютхол дюль белацалилш компьютер что играш клауш цалилш что деш хараш знания приобретать хараш ويتساح دقو سبيتاليش كاست يشتر بالش برو ان غالش يخسترويت ياش ييزر يوش يقتبالش بوميالبل تاح سبيتاليش تاق ارخيتكترش بيزر برو ان سترايتلش بيزر بر اغرونومش بيزر برو ان شي ديش سبورتم заниматься داش ليل هارش يدخل تسانجر تليفون حياقني قيتشنجر هر حياقني تنغلتي قام تان يتني بوش إهم مش خش تلفزيون شو عدوش ويخلات نوختي وال سونم يعتقد بعد كده شوي نوختي خد دينا دوش تعليل شتوق نخبصهم اشتم гордо стюет ак но как говорит как один мой знакомый, каждый человек должен быть на своем месте послом своего народа. Если мы здесь находимся, все чеченцы должны быть послами Чеченской Республики в каждом обществе. На своем заводе ты должен быть послом, на своей улице должен быть послом. Ты должен показывать, каким народом является чеченский народ. Так, но بعد كده هيخر شمدوس اشتغل يشبش بو ديكلي يشبش بو есть у нас хорошие ребята спортсмены которые занимаются и спортом и учебой занимаются сунбой шо юхабеш дик беш до качика адлан бош спортсмен ойсун и занимается и спортом и учебой компьютерной играх муглов сун айтряцун хинти хаца хамацун у него времени 5 минут нету на это Абдул Хаджи Маусари братья Адашевы ишт цельт эйохш царях вохавиш ашуса ишт шорт алсмохаш дикр дерхва ишт берш ахитсун دكتور دارس عمر انت وموعد وكيجي نخلق دخول عيتها راس قيمة تعالج редный привычек щелш да этен и этер последствия шмухил тер мокшалан зем дой иште хушду но он хай موعد хай по профессии дикво хордах и موعد и молшлилш болчери ушлилш болчери тер мокшалан милзия хилтер. В принципе, из исламе это все сказано. Дин дали личане, дин адек цане здоровье, но он даст адек цигарку цемеги, карамал цемеги, наркотик шлил цемеги, там все это сказано и дали личане. Это
очень все сказывается пагубно на здоровье. Вот мы знаем, некоторые есть болезни, допустим, инфаркты сердца, которые чаще всего раньше 40 лет их не увидишь. Но в 20 лет и в 25 лет мы видим их у молодых людей, которые принимают наркотики, амфетамины. У них встречаются инфаркты сердца и в 20 лет, и в 25 лет. И поэтому здоровый образ жизни очень важен. А для тех, кто заодно чуть постарше, я бы посоветовал, даже если тяжело, и мужчинам, и женщинам, немножко женщины наши ведут сидячий образ жизни, немножко мало двигаются, но все равно хотя бы раз в день выйти на хотя бы полчаса прогулки, для здоровья это очень полезно. Питаться больше фруктами, овощами, чуть поменьше жирного мяса есть. Это мое любимое блюдо, но иногда раз в месяц, если это уже достаточно, наверное, чтобы это такое вот жирное мясо поесть. Но я не предлагаю всем отказываться от таких удовольствий, скажем так, вкусно поесть и так далее. Но хотя бы чуть-чуть здоровый образ жизни вести, скажем так, чуть-чуть спортом, чуть-чуть двигаться, питаться полезно и все, и слушаться, скажем так, своего семейного врача, и тогда все будет хорошо. Умар, вопрос с Бельгии, с города Льежа. Так, я как бы вопрос не особо поняла, но думаю, ты поймешь. Да. Рекомендуешь ли ты лекарства в виде generic копии? Можно ли им доверять или все же лучше покупать оригинал главного изготовителя? Да, конечно, 100% проверенные лекарства, это генерики, там в лекарстве, в этой таблетке содержится та же молекула, 100% та же молекула, что и в оригинальном лекарстве. Просто оригинальное лекарство, это что означает? Это фирма придумала это лекарство, у нее был патент, через 10 лет этот патент истекает. Фирма уже достаточно средств вернула за то, что потратила, чтобы открыть это лекарство. И тогда разрешается другим фирмам производить это то же самое лекарство. И контроль качества за лекарствами в Европе, особенно в Бельгии, очень силен. И рекомендую, никакой разницы нет между оригинальным лекарством и генериком. Этот вопрос я еще уточню, может быть, у нас дома иногда, вот с дома говорят, у нас дома много подделок, как бы, и в аптеку, когда человек заходит, им аптекарь говорит, вы хотите оригинальное или подделку? Как бы немножко пациентов этот вопрос немножко в дрожь бросает, как это подделку? Хочу оригинальное дороже или подделку дешевле? Конечно. Ну, я такого, конечно, я не слышала, но чаще всего бывает заменитель. Не подделка, а заменитель этого лекарства. Это имеется в виду генерики. Вот просто аптекарь немножко неправильно преподносит, когда он говорит, подделку хотите или заменитель хотите. То есть ему надо сказать, просто как-то придумать другое слово, не знаю, как бы вы хотите, как бы не оригинальное, как бы тут тоже лекарство, просто не патентованное, или как-то действительно сложно объяснить генерик, что это. Белый продукт, здесь говорят, как бы на нидерландском вид продукт говорят, это как бы это то же самое лекарство. Конечно, если это действительно не подделка, если она не содержит этой молекулы, субстанции, тогда это, конечно, подделка. Тут еще один вопрос в чате поступил. Можно ли есть в 3 часа ночи? 3 часа есть, конечно, можно. Что случится, если Омар, если это не будет очень хочется кушать, у меня тоже бывало, может быть, один раз в жизни такое, что в 3 часа ночи. Но каждый день в 3 часа ночи есть, конечно, не рекомендуется. Ночная смена, болбе шуша бах, ночная смена. Я умер, не слушай бах. И, конечно, у него график немножко сдвинут. Может, для него в 3 часа ночи это организм перестраивается под его график?
это организм очень сложно перестраивается. Если лучше уж постоянно, чтобы человек работал или в ночную смену, или в дневную, а то здесь в Бельгии иногда бывают такие как бы скользящий график, когда человек неделю работает утром, неделю днем, неделю ночью, как бы, и вот это еще тяжелее для организма. Каждый раз подстраиваться. Лучше уже, чтобы стабильным был график. У меня вопросов больше нет. خديشتي عديكا هنا تحرد وشديشتي لردو تاخ عمر هون دير سيل ورنا تلارن بين تاخ حدال اتو بويلون داتش اور مو ديكت ادعي غنو وين خلقي خوش اوبتني لورو الا تاخ هون دير سيل لوردر سون تاخ بيسن شرنا تاتسن دوشت لو داير زوريو هر افير Деврис шунахил هر передачу خوش آخر ویه این حوش سوگر قزبیل بود تاها بود اق روسیه بود مساجی مارشال اوردرس دل اوردرسون سيشي يسرى تبع медицинском университете движ уже второй курс Хава продолжила нашу династию тоже чунга маршал урду астак масаги совой чунга хажер хашинс хашвол чунга ю хажер вол чунга маршал душиг так шуна деврес хил интересный хаттер долларна يخو قردوه دار مولا عمد جيلاني شون تيراني استفيت لبردولجة ريوه عمد عمر ديريس والله دار مارشال دو مثلا مكشب وهو آمين ديريس خيل جيلاني Собственно, кабаш титулха кама дат он деврез хул даклатерна оксирен эфирен таанлерч так хадал эхто бойлой масер дал эхто бо урдуе дам وتاق آخر مصر خزا إلي ديكا إلي سؤال من أول شوي كروت هوس إذا حالاتك تيك بالخ بو بيدي بالخ بو حون حين بيدي ميل سون خوردات ناخنا بيد بشوع مثل دال أت بيلات ده رئيس خديش حيي محمد ونت محمد عمر عبيش بالبوخ دال ميلي از بيل دال وديكنا ديكشع هوش قيتر سود دقيقة أخ نقدر تصونغ شيل هون إذا كان يصلح تبع كان شنا دال مارشال دويل أخ دال مو دو يوها كردو خوي دال ديكنا عقويتي خوي عديك دالنا Ну, раз мне передали слово, думаю, придется вас огорчить тем, что эфир приблизился к завершению. Приносим свою благодарность нашему гостю и всем тем, кто был с нами в этот вечер. Напоминаем, в будущих эфирах вас ждут знакомства с самыми интересными людьми, только с нами и только на Еврочеченск, в прямом эфире без политики. Объявляю эфир завершенным. Адекёш.